Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Исмаилова Аида Жекшенбаевна ушу социалдык тармактардагы актуалдуу суроо маселелерге, ошол социалдык багыт боюнча суроолорго жооп беребиз. Бүгүнкү биздин түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5-канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ, 1-радио Кыргыз радиосу, Менкый ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebook'tan Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1-радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг вице-премьер-министра Кыргызской Республики Исмаиловой Аиды Жекшенбаевны относительно об актуальных темах в социальной сфере и которые обсуждаются в социальных сетях, в интернете, в интернет-сообществе. И мы на эти вопросы сегодня предоставим ответы. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1-радио Кыргыз радиосу, Менкый ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1-радио и через Кыргызское информационное агентство Хабар. Аида Жекшенбаевна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Акыркы убакытта ушу массалык маалымат каражаттарда биз көп эле ушу өкмөткө тиешелүү кайрылууларды көрүп жатабыз. Бул жерде суроо талаптар дагы болуп атат бизге. Ошондуктан кээ бир маселе боюнча биз мындай такталбаган маалыматтарды дагы көрүп жатабыз да. Ошондуктан бүгүн толук маалымат берип коеюн дедим. Бул биринчиден ошол биздин медициналык кызматкерлердин айлык маянасы боюнча маселе. Ошол эле кошумча төлөмдөр боюнча бир нече жолу ушул балдар онкология бөлүмүнө тиешелүү маселелер дагы жазылып чыкты. Ошол эле убакытта мына НЦО-МИД бул жана гематология, балдардын гематология бөлүмүнө тиешелүү дагы маселелер болду. Ошондуктан бүгүн мен сиздерге ушул толук маалыматты берип кетейин дедим. Здравствуйте, уважаемые граждане. В последнее время в социальных сетях, в средствах массовой информации мы наблюдаем обращение наших граждан к правительству, обращение граждан касательно заработной платы медицинских работников, тех же надбавок за апрель месяц, за определенные надбавки за март месяц, вопросы касательно отделения гематологии, детского отделения гематологии, также вопросы касательно отделения онкологии. Сегодня я хотела бы в связи с этим дать более такую полную, развернутую информацию по данным вопросам. Мен анда ушул компенсация төлөмдөрдөн баштайын. 4 майдын мына өкмөтүнүн 161 буйругунун негизинде аталган буйруктун негизинде төмөнкүлөргө бир жолку акчалай компенсация бекитилди деп биз бир нече жолу билдирип кеткенбиз. Булар мына өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режиминин шарттарында медициналык жардам көрсөтүү же илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү учурунда кызматтык милдеттерин, кесиптик парзын аткарууда COVID-19 коронавирус инфекциясын жугузуп алган саламаттыкты сактоо уюмдарынын медициналык жана башка кызматкерлерине 200 000 сом өлчөмүндө. Экинчиден, өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режиминин шарттарында медициналык жардам көрсөтүү же илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү учурунда кызматтык милдеттерин, кесиптик парзын аткарууда COVID-19 коронавирус инфекциясын жугузуп алуунун кесепетинен каза болгон саламаттыкты сактоо уюмдарынын медициналык жана башка кызматкерлеринин үй бүлөлөрүнө 1 000 000 сом өлчөмүндө. Кызматтык милдеттерин, кесиптик парзын аткарууда COVID-19 инфекциясын жугузуп алган жана
Анын кесепетинен каза тапкан саламаттыкты сактоо уюмдарынын медициналык жана башка кызматкерлерине бир жолку акчалай компенсация төлөөгө республикалык бюджеттен 50 миллион сом каражат бөлүнөт. Жетпесе, кошумча каражаттар дагы каралат. Акчалай компенсацияларды төлөп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан комиссия түзүлөт. Дагы бир айтып кетер нерсе бул ушу мындан тышкары, ушул биздин мына азыр мен айтып кеткен ошо төлөмдөрдөн тышкары медициналык жардам көрсөтүү учурунда кызматтык милдеттерин, кесиптик парзын аткарууда COVID-19 инфекциясын жугузуп алуунун кесепетинен каза болгон саламаттыкты сактоо уюмдарынын медициналык жана башка кызматкерлеринин үй бүлөсү Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде каралган зыяндын ордун толтуруу боюнча төлөм алууга укуктуу. Мындан сырткары мына жеке коргонучу каражаттар боюнча дагы маселелер болуп атат, маселе көтөрүлүп атат. Ошондуктан мына жеке коргонучу каражаттар боюнча дагы айтып кетейин. Жеке коргонучу каражаттар бул мына азыркы убакта коомчулукту аябай эле кызыктырган эпидемияга каршы күрөшүүдөгү маанилүү каражаттар болуп саналат. Бул маселе мына биздин азыр республикалык штабта, ошол штабтын күн тартибинде эң негизги маселе болуп эсептелинет. Биз ушул маселени күн сайын талкуулайбыз. Мен мурунтан деле айтып кеткенмин, бизде ушул свод потребность деп коебуз, бүт эсептелип чыкканбыз. Канча жеке коргонучу каражат азыр бар экенин, ошол эле медициналык мекемелердин ичинде канча сандуу жеке коргонучу каражаттар бар, канчосу түгөнүп атат. Ошо түгөнүп жаткан каражаттар боюнча биз күндө республикалык штабта маалымат алабыз. Ошол түгөнүп жаткан каражаттарды биз ошол эле күнү толуктап беребиз. Биз ошол биздин район, биздин областтар менен тыкыз байланыштабыз. Ошондуктан мына мен азыр ушул жеке коргонучу каражаттардын запастары боюнча маалымат берип кетейин. 7 майга карата саламаттыкты сактоо уюмдарындагы запастар. Бир жолку кийилчү коргоо костюмдарынын саны 52.886 дана. Көп жолку кийилчү коргонучу костюмдардын запастары 19.524 дана. Респираторлар 98.405 дана. Жана 1.406.924 дана маска. Билдеттүү медициналык камсыздандыруу фонд аркылуу жекече коргонучу каражаттарды сатып алууга 188 миллион сом саламаттыкты сактоо мекемелерине бөлүнүп берилген. Мындан тышкары Эпид фонд эсебинен жеке коргонучу каражаттарга финансы каралды. Бул ушул жеке коргонучу каражаттар ушул Эпид фонддон дагы сатып алынып атат азыркы убакытта. Кошумча дагы мына жалпысынан 40 000 жеке коргонучу комплекттер сатылып алууда. Акчалардын баары бөлүнүп берилген. Эмки айтып кетерим, бул мына жалдагы ушул больница боюнча көп маселе болуп жатат. Ошол жал больницасы жабылып калды деген ошо маалымат дагы болуп атат. Ошондуктан бул боюнча дагы мен өз маалыматымды билдирип кетейин. Касательно больницы, которая находится в Джале, мы получаем информацию о том, что якобы она закрыта.
По этой информации мне хотелось бы дать более полную информацию. С самого начала эпидемии Республиканская детская клиническая больница работает в круглосуточном режиме, принимает пациентов новорожденных, беременных и детей со всей республики по экстренным показаниям. Плановая госпитализация не производится в данное время. В день в среднем принимается по 120-150 детей и по 15-20 беременных женщин. При входе в клинику организованы санитарные пропускники. Производится бесконтактная термометрия. Заполняются специальные анкеты с вопросниками, откуда приехали, из очаговой ли территории или нет, анкеты о контактах с инфицированными, ну и другие вопросы. Подозрительных пациентов госпитализируют в отдельно изолированные специально организованные палаты и выделяют отдельных сотрудников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты. За 1,5 месяца сотрудники неоднократно были обследованы на COVID-инфекцию. У всех анализы вышли отрицательные. Постоянно в режиме онлайн в 3 кабинетах проводятся телеконсультации в целях обеспечения медицинской помощью пациентов в условиях сокращения потока пациентов из регионов в период чрезвычайного положения. Пациенты с заболеваниями крови госпитализируются в корпусе, расположенном в микрорайоне Джал. В нижнем корпусе по улице Московской в настоящее время госпитализированы 12 детей и 7 родителей по уходу за детьми. Ранее, то, что касается COVID-инфекции, у 4 родителей, 2 детей, переведенных в руки 2 лиц из медицинского персонала, получены положительные результаты на COVID. Родители, у которых был выявлен COVID, на лечение переведены в РКИП, это в Республиканскую инфекционную больницу. Медперсонал в количестве 19 человек, который был в контакте, находятся на обсервации. В отделении проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия с учетом специфики отделения. Также очень много нам задают вопросов касательно отделения онкологии, которое находится в ОШ. По этому поводу, опять же, уже который раз мы даем информацию о том, что в общем на взрослую онкологию и на детскую онкологию было выделено 160 миллионов сом из республиканского бюджета. 60 миллионов сом предназначены как раз-таки для детской онкологии, на нужды детской онкологии. И в связи с этим я хотела бы внести некую информацию касательно и отделения онкологии в городе Ош. Буквально сегодня нами будет проведено заседание наблюдательного совета касательно средств, которые выделены в общем в онкологию, вот в размере 160 миллионов сом. Сегодня мы будем рассматривать вопрос выделения из этих 60 миллионов, предназначенных на детскую онкологию, средств для нужд детской онкологии, которая находится в городе Ош. То, что касается препаратов, химиопрепаратов, таргентных препаратов, то будут проводиться закуп, он производится. Сейчас
решением нашего наблюдательного совета после выделения определенного количества, определенной суммы, это потребность онкологии, детского отделения онкологии в городе Ош, детское отделение онкологии приступит к закупу химиопрепаратов. Есть информация о том, что химиопрепараты в отделении в детской онкологии, что в городе Ош, что в городе Бишкек, они сейчас в наличии. В городе Ош есть 2 препарата, которые не могут прибыть в страну из-за того, что у нас, сами понимаете, сложности с авиасообщением. Поэтому сейчас по этому поводу мы предпринимаем все меры для того, чтобы в самое ближайшее время они были в наличии в детской онкологии. Также хотела добавить, что был поднят вопрос о том, что потребность из-за того, что потребность в работе отделения онкологии и гематологии в городе Ош, в детской потребности очень маленькая, возможно, будет закрытие. Но я сейчас хочу дать по этому поводу информацию. То, что в отделении онкологии и гематологии проводится химиотерапия в стационарных и амбулаторных условиях. За 2019 год стационарно получали химиотерапию 41 больной. За год количество составило 115 раз. Амбулаторно состоят на учете 89 больных. Из них 38 больных получили химиотерапию. Количество 456 раз. В сложных диагностических случаях больные переводятся в НЦО-ИГ. И при этом необходимости по линии санавиации может существовать, может быть, и это все будет выполняться. Из вышесказанного видно, что потребность в работе данного отделения высока. И вопрос о закрытии этого отделения по чьим-то рекомендациям никогда не рассматривался и не может иметь какие-либо основания. Также хотелось бы дать информацию по надбавкам, о которых очень много сейчас задается вопросов. К нам поступают обращения наших сотрудников системы здравоохранения о том, что надбавки за март месяц где-то были недостаточно распределены. За апрель месяц многие пишут, что не получили надбавки за работу в очагах. Поэтому в связи с этим я хочу опять же дать полную информацию. Правительством Кыргызской Республики в целях стимулирования медицинских работников принято решение о надбавках к заработной плате за фактически проработанное время в очаговых территориях. В настоящее время надбавки производятся на основании постановления правительства Кыргызской Республики от 3 апреля 2020 года за номером 194 об утверждении положений о порядке расходования средств, поступающих на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпидемиями. Распоряжением правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2020 года для Министерства здравоохранения Кыргызской Республики открыт депозитный счет, куда поступают добровольные пожертвования от физических и юридических лиц. Для распределения данных средств создана комиссия на основании распоряжения правительства Кыргызской Республики
от 28 марта 2020 года за номером 112 из числа депутатов Жогорку Кеңеша, представителей неправительственных организаций, аппарата президента, правительства и государственных органов. Комиссией было принято решение направить данные средства на доплаты медицинским работникам, работающим в очаговых территориях. И на основании заявки Министерства здравоохранения Кыргызской Республики для дополнительных выплат медицинским работникам специальной комиссией принято решение о выделении 38,5 миллионов сом за март месяц 2020 года. Данные средства направлялись напрямую с депозитного счета Министерства здравоохранения на личные счета задействованных медицинских работников в очаговых территориях. Начисление надбавок производилось централизованно на основании приказов о графике дежурств или направления специалистов в очаговые территории. По завершении месяца составляются табели учета рабочего времени и утверждаются руководителем организации здравоохранения. Далее, организации здравоохранения предоставляют в Департамент профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора соответствующие приказы, табели учета рабочего времени, номера карт счетов, открытых в коммерческих банках, копии паспортов работников. Медицинские работники, которые не получили надбавки к зарплате за март месяц, не дополучили из-за технических неполадок при заполнении платежной ведомости для переводов через банки или недостоверных банковских реквизитов. Это мы сделали на основании всех обращений. Опять же, проделали работу по выявлению того, почему многие медицинские, те, которые к нам обратились, не дополучили надбавки за март месяц. И, как я выше сказала, это причины того, что было недополучение в некоторых случаях. И в ближайшее время это те, кто недополучил за март месяц, это небольшое количество наших медицинских работников, сейчас мы устранили все эти причины, поэтому в ближайшее время надбавки к заработной плате им будут перечислены. На сегодня надбавки к зарплате за март месяц составили 35 миллионов 200 тысяч сом для 6065 работников. Увеличение количества работников за март месяц обусловлено тем, что документы для начисления надбавок к зарплате не были своевременно предоставлены Министерству здравоохранения. Я еще раз хочу подчеркнуть то, что в марте месяце начисление надбавок, оно было произведено, просчитано, и получена информация от руководителей организации здравоохранения буквально в очень короткое время. Поэтому из-за получения некоторой недостоверной информации Министерству здравоохранения пришлось полностью проработать этот список, проработать табель. Поэтому и были определенные задержки выплаты надбавок за март месяц. И сейчас я еще раз хочу повторить то, что опять-таки были технические неполадки при заполнении платежной ведомости для переводов через банки, или же были недостоверные банковские реквизиты. Это все то, что касается надбавок к заработной плате для работающих в очагах касательно марта месяца. В настоящее время принято решение направлять средства для надбавок к зарплате напрямую в организации здравоохранения. Для этого в целях обеспечения прозрачности использования надбавок к зарплате открыты дополнительные счета для организации здравоохранения, и руководители организации здравоохранения будут нести ответственность за целевое использование и обоснованность начисленных надбавок к заработной плате. То есть открыты депозитные счета у каждой организации здравоохранения,
на которые Министерство здравоохранения будет переводить надбавки к заработной плате для работающих в очагах. В настоящее время от 233 организаций здравоохранения поступила заявка на финансирование надбавок к заработной плате на сумму 104 миллиона 500 тысяч сом за апрель месяц 2020 года. Из них по состоянию на 7 мая 2020 года Министерством здравоохранения Кыргызской Республики профинансировано 87 организаций здравоохранения на сумму 37,5 миллионов сом. Остальные 146 организаций здравоохранения будут профинансированы в течение нескольких дней до 10 мая. То есть до 10 мая все организации здравоохранения получат на свои депозитные счета перечисленную им сумму за надбавки за работу в очагах работникам системы здравоохранения. Это медицинские и другие работники. И необходимо ответить, что заработная плата по месту основной работы сотрудников организации здравоохранения за апрель месяц выплачена своевременно. Это то, что касается основной гарантированной заработной платы. Она выплачена в штатном режиме. Я еще раз хочу обратиться к нашим дорогим сотрудникам системы здравоохранения, к нашим уважаемым медикам. Мы полностью контролируем выдачу заработной платы, выдачу надбавок, поэтому в случае каких-либо задержек, сейчас я озвучила то, что за апрель месяц полную ответственность будут нести руководители организаций здравоохранения, так как на депозитные счета каждой организации уже, вот 87 организаций, они уже на данный момент получили все выплаты по надбавкам, и 146 организаций получат до 10 мая. Хочу обратиться к вам с тем, что если вдруг будут где-то недовыплаты, просим обращаться, просим своевременно нас уведомлять, так как мы это полностью держим под своим контролем. Также хотелось бы уделить внимание тому, что по фактам инфицирования сейчас у нас работают наши эпидемиологи, они проводят эпид-анализ, поэтому каждый случай инфицирования, в особенности среди медицинских работников, оставаться без внимания не будет. Каждому случаю будет уделено особое внимание. Также я сейчас хотела бы обратиться к нашим гражданам, соблюдать все нормы, санитарно-эпидемиологические нормы. Наше здоровье, в первую очередь, в наших руках. Очень прошу уделять особое внимание детям. Следите за тем, чтобы дети меньше всего контактировали с кем-либо, тем более вы прекрасно понимаете, какая ситуация сейчас в городе, какая ситуация, в общем, и по республике, ситуация в мире. Поэтому кто как не мы сами защитим себя от
инфекции, да, инфекции вируса. Конечно, мы в свою очередь, правительство, мы делаем тоже все возможное для того, чтобы не дать развитию, не дать увеличению количества подвергшихся инфекции граждан. Поэтому я думаю, что мы все вместе, объединившись, победим данную ситуацию и вернемся к обычной жизни. Я хотела бы призвать к тому, чтобы каждый из нас, каждый гражданин все-таки соблюдал санитарно-гигиенические, эпидемиологические нормы. Урматтуу мекендештер, мына учурга пайдаланып сиздерге кайрылып кетет элем. Сиздердин ден соолугуңуздар мына баарынан мурда өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Ошондуктан мына биринчиден колду таза кармоо, социалдык аралыкты сактоо, өзүн өзү обочолонтуу, анан ошол эле убакта өздүк гигиенанын катуу сактоо бул зарыл. Эгерде ушул элементардуу нормаларды сактай албасак, канча каражат кетирбейли, азыркы жасап жаткан аракеттерибиздин баары жокко чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан баарыңыздарды абдан жоопкерчиликтүү болууга чакырабыз. Гигиенанын негизги эрежелерин кармануу абдан маанилүү биз үчүн азыркы убакытта. Учурда инфекцияга каршы вакцина жок болгондуктан вирус менен күрөшүүдө гигиена абдан маанилүү болуп эсептелинет. Анан бул вирус менен күрөшүүнүн эң эффективдүү жолу бул үйдө болуу. Андыктан дагы бир жолу сиздерден суранып кетебиз, үйдө болуңуздар. Анан мына биз бул ооруну сөзсүз жеңебиз. Жана кадимки жашоого жакшы маанайда, жаңы максаттар менен, жана кубаттуулуктар менен киришебиз деп ишенем. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, бүгүн ушул социалдык багыттагы көйгөйлөр боюнча жана коомдо көтөрүлүп жаткан ушул суроо маселелер боюнча дагы кенен маалымат ала алдык. Бүгүн биздин республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Исмаилова Аида Жекшимбаевна болду. Баардык суроолорубузга жооп берди деп айта алам. Бүгүнкү биздин түз эфирди сиздер ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан, Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп угуп алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.